Вот мы едем с моим китайским другом. What is your name? Юхаян. В Пекин едем. Уже проехали километров 30. А мне что? Мне сказали, снимай видео. Я думаю, ну давай. Попробуем. Что из этого получится. Еду уже по Китаю неделю. Доехал до Чанчунга. Честно, заманался чуть-чуть, уже толком не мылся. Помыться, постираться хочется уже. Впереди Шэньянь. До Пекина 950 километров. Вот мой друг, он тоже из Пекина как раз. Посмотрим, что как будет. Пока тяжело что-то сказать. Погода отличная, дождя нет. За недельку, наверное, был, может, разок. Вдвоем однозначно прикольно ездить. Впереди идущий держит темп. Сейчас я использую своего друга как ветроразрезатель. Как-то веселее ехать. Я говорю, неделю не общался, а тут хоть такое молчаливое общение. Понимаем друг друга. Пыльные здесь дороги. Я тут понял, что нужно одевать балаклаву или повязку, потому что я заметил, многие велосипедисты одевают ее. Вот без очков ездить вообще уже невозможно. Сразу попадает пыль в глаза. Пришлось проститься с моим китайским другом. Что-то он мне хотел объяснить по счет ночевки, но он ночует в гостинице, а я тут только в палатке. И вот уже темнеет, надо ставить палатку. О, вот ищу место потише. Смотрю, везде кукуруза, деревья. Сейчас найдем. Все, палатку расставил. Костерочек разжег. Местечко вроде нашел, хорошее. Один мотоциклист там только проехал. Не люблю я палевные места палатку ставить. Люблю подальше в лес, но тут тяжело найти в Китае такие места. Вот. Попрощался с моим другом китайским, все равно уже грустно. Хотя проехал ты всего 50 километров. Вот в дороге все-таки как к людям привязываешься, хоть чуть-чуть, но все равно. Уже расставаться даже как-то сложно было. Ком в горле встал, так скажем. Даже не знаю, что и сказать. Такого опыта видеообращения у меня не было, видеоблогов. Все говорят, давай, давай, снимай. Я думаю, что снимать? Ну, теперь вы будете знать всю подноготную мою почти. Погода хорошая, такая осенняя, по-осеннему хорошая. Комаря, ничего нет этого, главное. Замечательно. До Пекина 1000 километров еще. Еще пилить и пилить. Хотя не знаю, зачем мне Пекин вообще нужен. Нужен ли он? Надо ехать на юг. Ну, Пекин, в принципе, по пути. Что я там увижу? Толпы людей. Даже не знаю. Ладно, нужно готовиться спать, покушать, умыться. Кстати, я там взял покушать. Даже сам не знаю, что я там взял. Оба!
Вот сосиски китайские какие-то взял. Я их уже кушал, у них вкус какой-то специфический. Какую-то приправу жидкую тоже. Не знаю, пока не пробовал. Ну, изюм, конечно, с рисом. А сегодня буду макароны кушать. Оп. О, доброе утро. Дождь барабанит с утра. Время 7 часов утра. Походу дождь будет затяжной. Ну что ж, будем отдыхать. Сегодня пришел по-настоящему холодный день. С утра был ливень. Потом после него пришел такой холод. Сейчас показывает около 9 градусов. После по-настоящему летнего тепла это кажется так холодно. Руки замерзли. Сейчас проезжаю город. Какой город, я и забыл. Этих городов здесь так много, что уже и все они такие однообразные кажутся. Сейчас заехал в магазин, купил немножечко продуктов. Мне еще сверху положили, как презент. Первый раз у меня такое в Китае. Вот. Ну, едем дальше. Еще 65 проехал, еще где-то 35 километров осталось. Еще один город на городе. До Шэньяна осталось километров 50. Погода сегодня солнечная, но в тени все равно холодно. Холодный антициклон пришел. Дорога отличная, как видите. Надеюсь сегодня вписаться в Шэньяне. Списался с одной девушкой на каучсерфинге, китаянкой. Не знаю, получится или нет. Завишу от этого Wi-Fi. Нет симки китайской. Даже не знаю, сколько она стоит. Поэтому не могу пока зайти в интернет. По яблочки. Типа ранеток какие-то. Фу. Какие-то они невкусные только. Как всегда, все самое вкусное, точнее съестное, растет возле дороги. Ну, конечно, я дальше-то, в принципе, никуда и не ухожу. Не, невкусное. Другой попробовать. Хотя не. Нормальный. Полоса для велосипедистов обычно очень грязная. Ну, не очень грязная, но в камнях. В мелких камнях, по которым неприятно ездить. Поэтому приходится ездить с краю. У нас в России, конечно, похуже бывает. Но это ничего, терпимо. Главное, вот какая широченная полоса. Для двухколесных. Как всегда, на подъезде к городу очень чисто, красиво. Газоны пострижены. Начинается даже отдельная дорога для велосипедистов и пешеходов. Машины вон там ездят. Тут целые бригады ходят, целая армия рабочих, которые обслуживают как раз вот эту все зелень.
Конечно, впечатляет объем работы. Кстати, в Китае я вообще не видел кошек. Вот все вот такие маленькие собачки. Куда ты бежишь? Эй! Почему здесь кошек не любят, не знаю. Одну какую-то шубу увидел в самом начале. И все. Деловой. Вали, скажи, куда-нибудь уже. Надоел. Все, я в Шиньянге. Это административный центр города, провинции Ляньань. Действительно большой город. Уже тут небоскребы вон стоят. Таксисты кричат, мотоциклисты полицейские ездят. Штрафануть кого-то хотят. Сейчас, короче, я поеду навстречу с моей спасительницей из каучсерфинга. Навстречу на вокзал куда-то. Метку я в карте поставил. Вот что-то негодует тут место. А, вот, пассажирку искал. Пассажирочку искал. Что-то я сегодня подустал немножко. Проехал сейчас где-то 95 километров проехал. Главное, солнышко есть, зарядить телефон, а то так бы и не снимал. Вчера был пасмурный день, телефон вообще на ноль сел. Все, едем навстречу. Почти как в Голландии. И что-то все как на подбор какие-то ржавые. Все, я на месте, возле выхода номер С. Времени у меня еще вагон, часа 3 часа и точно есть. Может, еще куда-нибудь скатаюсь. Возьму каких-нибудь печенюшек. Посмотрим. Город большой. Приключений найти можно много. Посмотрим. Вот, ловлю последние лучи солнца осеннего. Тепленький вечер. Сейчас солнце зайдет, будет холодрыга. Мне еще ждать и ждать. Вот поймал Wi-Fi возле отеля какого-то. Кемпинский хотел. Сижу пока здесь. Все. Еще почти 2 часа у меня есть в запасе. Без велодвижухи. Столько электромоторов здесь. Вот
сигналить любит. А? Сейчас мы возьмем какой-нибудь китайский рис. Нихао. Нихао. А дуашао одна. Дуашао. 是是吧？ Да, одна вот такая вот. 是，快， 5? 啊，对， Давайте, можно. 是， Да, 这都称这个。 да, давайте, 5. Сейчас посмотрим, как приготавливают. Типа лаваша, листочки рисовые. Здесь станция метро рядом. Тут сразу продавцы, повара разные собираются в час пик. Время сейчас 6. Попробуем. Ау, да, можно. Зелень не пускает. Зелень это хорошо. Ну вот, выглядит вроде вполне аппетитно. Ну как, я же сам видел, как его
приготавливали, конечно, аппетитно. И всего за 5 юаней, то бишь 50 рублей где-то. Недорого. А пока жду, можно перекусить немножко. Вот так. Уже больше получаса прошло с момента назначения встречи. Точнее, когда она должна была приехать. Я уже перепроверил, думаю, может, я не туда подошел. Вроде все правильно. Наверное, опаздывает. Подождем еще. Ну вот, друзья, 你好， вот вам передают привет. 我也很高兴能够 Да, наконец-то я дома, в китайском доме. Сколько ждал, оказывается, я был не на той станции. В общем, тупанул я, походу. Потом нашлись на другой станции. Вот, сейчас дома, уставший, сейчас вот будет ужин. Тренирую английский. С английским у меня немножко, конечно, подзабыл, говорю, мозг закостенел. Сейчас приходится вспоминать слова, сижу со словарем включенным на телефоне сразу. Вот, ну, пока, наверное, буду в Шиньяне, там посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо. Так, деваться-то некуда. А сейчас поесть, помыться и спать. Так что до связи пока. Пока. Ну, доброе утро. Так необычно проснуться в кровати с утра. В теплой кровати. Кристи ушла по делам. Меня оставила одного дома. Но я время зря терять не буду. Сейчас нужно заняться велосипедом. Помыть его. Привести в порядок. Вещи разобрать немножко. Тоже человек постирал. Вот посмотрите, какой вид из окна. Прям Нью-Йорк, здесь небоскребы. На улице шум, гул. Возле трассы там. Потом прогуляюсь, схожу по городу. Погода хорошая, солнышко. Все, велик помыл в ванной. Колесики. Как всегда, у меня здесь бардак с вещами. Все разложил. Пол комнаты занимает. Все, теперь ждать, пока высохнет. Все, вышел погулять в обычной гражданской одежде. Теперь я себя чувствую нормальным белым человеком. Даже Китай воспринимается совсем по-другому. Вообще здорово. Да, не на дороге, а просто гуляешь. Сейчас надо посмотреть какой-нибудь веломагазин. Мне нужен подстаканник, подбутыльник, как он называется, флягодержатель. А то у меня сломался мой алюминиевый, уж не выдержал, не выдерживает железо, а все Никитка выдерживает. Ну что ж поделать, какая моя доля все выдерживает. Гуляем дальше, смотрим. В центр зашел. Посмотрим, что здесь вообще есть. Какие-то North Face, всякое разное. Для великов, наверное, здесь смысла нет искать. Прикомбас. Капец, у меня от очков свет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот. Сейчас опять покушаю уличной кухни китайской. Он даже тесто готовится. Прям здесь же. Лавашек. Ну вот, взял. Не знаю, как называется все это. Тоже 5 юань. 50 рублей. Такая вкуснотища. Где еще такого поешь? Не знаю. Вот взял пожевать еще. Пока хожу по городу. Опять всего 50 рублей. Такая вкуснятина большая. Да, я, видимо, к китайской еде не буду, я уже к ней пристал чуть-чуть.
Тут столько разнообразия, столько всяких стоит ларьков передвижных велосипедных. Вообще здорово. Все гуляю по дороге, опять взял порцию еды китайской. Не знаю, извиняюсь, как она называется, но, по-моему, я влюбляюсь в Китай через желудок. Я прощаю китайцам все их безалаберное поведение на дороге, потому что эта еда божественная, такая пряная, такая прям остренькая, она меня греет, эта еда. Замечательно. И по разумной цене, главное. Очень дешево. Это не наши шаурмы. Ну, точнее, не наши, но уже наши. Стали как наши, как национальное блюдо. Вообще зачет. Вот, несу ее. Сейчас сяду где-нибудь с Wi-Fi, буду сидеть палочками, тыкаться. Вот. Сейчас час пик, начинаются пробки. Люди едут с работы, уставшие домой. Вот. Вот так.我现在我要走的话，怎么？就不走就能到。看你多少遍呢？ Ну все, я заехал. Пришел домой. Еще не пришел, еду на лифте. Ну вот, Кристи пока еще нет. Есть время разобраться со своим снаряжением. Вот. Помните мои рабочие ботиночки? Сколько они уже у меня служат? Уже год. Уже латанные, не перелатанные. Сейчас надо их помыть, постирать и заклеить опять. Еще, наверное, кто-то помнит, у меня в первый день путешествия отвалился шип. Плохо был прикручен. Но сейчас он точно уже намертво прикручен. Не открутишь его. Болгаркой только. Да, у них уже третье, четвертое дыхание, наверное. Они реально реанимированные. Еще в Козульке, в Красноярском крае, мне кожей оббили здесь. Вот так нос был весь порван. Ну а что еще ожидать? Для ботинок, купленные за 1900 рублей, это продержаться год в таких жесточайших условиях, служить мне столько, это большая заслуга. Поэтому я их берегу, мою, чищу. Вот так. Ну вот, решил чуть-чуть заняться творчеством. Написать, кто я такой, откуда, на дождевике. Чтоб китайцы хоть представляли, что это вообще едет. Кто это вообще такое? Ну, я написал, что российский путешественник,
откуда куда еду, маршрут и сколько проехал. Ну, сейчас я проехал 17 тысяч, но я сразу округлил. 20-ку у меня уже скоро, еще 3000 осталось. Еще совсем чуть-чуть. Ну, решил еще денек остаться. Кристи сказала, оставайся, что тебе? Сегодня погуляем, говорит, вечером еще сходим. Вот, сейчас тоже съезжу, прокачусь на велосипеде. Пешком очень большой город, чтобы ходить пешком. Вчера я прошелся, немножко подустал, все-таки давно не ходил. А сегодня на велике. Ой, поеду. Велики. Опять надо найти веломагазин. Вчера я не нашел. Надо заезжать в какие-то далекие районы. В центре вряд ли, наверное, будет. Нужно куда-то ехать вглубь. По карте посмотрел, вроде ничего нет. И по-китайски написал, и по-английски. Bicycle, cycling, ничего не находит. Будем так искать. Макдональдс нашел. Давненько я, честно, не видел Макдональдса. В Сибири его нет. Есть там, я его толком не видел. На Дальнем Востоке тоже нет Макдональдса. И вот я нашел. Макдональдсу я многим обязан. Много людей я здесь встретил. Бесплатный туалет с Wi-Fi он сближает. Много людей познакомил меня в Макдональдс. Вот, например, был я в Альметьевске, в далеком. Кто-то еще может помнить, там я пост делал. Я просто зашел погреться, это была осень еще прошлого года. Зашел погреться, взял там что-то, покушать немножко. И так познакомился с одной семьей, и в итоге они меня пригласили в гости. Кстати, привет им, если они смотрят меня. Поэтому здесь хорошее место, нормально. Много воспоминаний. Но кушать я сегодня здесь не буду, потому что есть уличная китайская еда. Лучше уж ее поем, раз на то пошло. Вот. Я сегодня вообще не выспался. В городе я не высыпаюсь, и башка вообще не соображает. Не люблю, когда я не выспавшийся. Народу здесь немного в Макдональдсе. Но опять же, потому что невыгодно и невкусно здесь кушать. Лучше уж на улице. Китайцы, они же не глупые, понимают это. Вот опять взял поесть. Сижу, ловлю Wi-Fi. Тут поймал хорошую точку. Как раз возле магазина Мерида. Ничего там толкового только не нашел. Подстаканников этих нету. Ничего. Посидим в интернете тогда, пожуем. Вот на мосту. Интересно, тут оставили кусок старого моста такой. Хорошо сделали. Хорошо придумали. Да. Вот иду, подземный переход, нужно дорогу перескочить. Смотрим, что здесь у них. Метро здесь, кстати, есть, но я не катался на нем, не ездил. Домой приеду, начну обрабатывать видео,
клеить, клепать. Все не могу подобрать программу нормальную, бесплатную для этого. А купить, короче, не могу. Не получается у меня там почему-то. А все бесплатно, они все беспонтовые в основном. Да, так не ходить так с камерой мне еще непривычно, но я уже привыкаю. Поэтому, друзья, вы долго ждали. Многие уже давно мне говорили, снимай видео. А я то ли из-за своей лени, пассивности не хотел. Но я понимаю, что видео оно передает больше, нежели картинка. Тем более картинка сфотканная на телефон. Oh, Christy is returned. I'm missing alone Are you to home. are you taking with you or? Yes. Oh. I make you movie in memory. Oh. Oh. No. We go For dinner. dinner. Ah, it's going upstairs. Опа, наверх поехали. Пустынный торговый центр. И что там мы здесь забыли? Не знаю ничего. Ходим, бродим туда-сюда. Hello. Hi. Okay. Go, говорит. Решили проблему типа наших шашлычников. Все выходит через вентилятор. Хороший дымоход. Молодцы. Нравится мне эта улица, такая простецкая, житейская, как говорится. Такие движухи, дым. Yes, Christy, it's beautiful street. This is China street. Oh, I see. Вот, зашли в ресторан, нашли какой-то. Кристи все ходила, выбирала, куда зайдем. Вот, что-то нашли. Сейчас посмотрим, что тут есть по ценникам. Вот там. Окей. What is Christy? What is
这个是油菜炒蘑菇， Во оно что. 这边是油菜炒蘑菇。 Окей. Да, сегодня у меня китайский пик. Морепродукты. Замечательно. Вот, что мне нравится.